그저름 부자흑탁 문다든 부단 은하라 öttüger urup kıcılım oksuğa vargatın oday ınara öttüger has bıçılım anıskanna aytarna tünün acas anara daha tıgarı o bıçılım kudumbanna kudanın tüm korkadın bu harala konluğur giheymağın tepsede bir seligine sahaymağın sağırsan cahiyerine uğran kaysakam uğrasan Ucuman tıllarım, uğadınlaklarım, udarda görsün o iyiliklerine İçenetlerim, uğadalahım, vahtahtarım, oyunlaymaktarım, odulan görüliklerine Siri hudunum, siri tintin ilemin sabattan deniyetlerimiyen Ürünü esken, saçım tamam kıldağım, sarıtın diyere tappım, kuruluk sarı bayın önüne saradilatın ispidevdi Oturdu, oturdu, uyupan patla, termatal jipan, bahay tahanan, tulu coy kormorun, kualan kurulan ispidebit, tulu coy kormorun, tulu jamunan, kualan arak baygalnan, argastanan, kualan moranan, kulaganan, settiler sagalar, settebittar tafsiriyan, doytum sidi kurtu esken ispidebide. Олонхо – уникальный феномен нашего сурового северного края. Сотни лет назад, вдали от цивилизованных центров мира, в непроглядной глуши таежных лесов, ковалось и оттачивалось мастерство исполнителя Олонхо, сказителя Олонхосута. Далеко разносилось его пение, еще дальше весть о его удивительном даре. Извлекая из недр своей души искрящийся тойюк, Олонхосут им, словно магическим ключом, отмыкал двери в бесконечность мироздания, делал досягаемым бескрайние просторы Вселенной, создавал миры, рождал новую реальность и погружал в нее своего взволнованного слушателя. Так появилось в сознании Саха могучее величественное древо жизни Ал-Лукмас, пронзающее насквозь и попирающее восьмикрайнюю, восьмиободную мать-землю нашу. Возникли из небытия с 9 ярусами пречистых небес верхний мир, погруженный в кромешную тьму нижний мир, тревогами и волнениями обуянный средний мир. Чтобы держать этот мир в крепости и согласии, чтобы нерушим был союз трех миров, обитатели верхнего мира Аи создали стоящего на двух ногах, с ликом спереди, со сгибающимися суставами, с двигающейся головой Урангхай-Саха. Добросердечные люди солнечного племени Аи с золотыми поводьями за спиной, словно звездное скопление в небе, на той срединной земле множились они, увеличивались, оказывается.
говорят особую ментальность и видение Саха. Неуемная сила воображения, железная воля и безграничная смелость – основа удивительной жизнеспособности творческого начала человека на Земле. Добрый день, дорогие участники Федерального форума лидеров цифровой экономики «Цифровой алмаз». Прежде всего мы хотим отметить, что форум проводится в особенный день – День инноваций в Республике Саха-Якутия. Признавая выдающиеся заслуги первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева в формировании конституционных основ государственности и социально-экономическом развитии региону, по указу главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева 13 ноября объявлен Днем инноваций в Республике Саха-Якутия. Сегодня цифровая трансформация стала ключевым вектором развития предприятий, отраслей и государств. Якутия является одним из регионов-лидеров, где инновации прочно проникли в повседневную жизнь. Республика Саха-Якутия входит в десятку регионов России по экспорту IT-услуг и является IT-столицей Дальневосточного федерального округа. Внимание на экран! 27 апреля 2024 года глава Республики Айсен Николаев подписал указ о развитии креативной экономики Якутии, основу которому заложили принятый в 2018 году указ об инновационном и цифровом развитии и разработанная в 2019 году первая в стране региональная концепция развития креативной экономики. Сегодня республика является лидером по объему экспорта IT-услуг на Дальнем Востоке, занимает высокие позиции в рейтинге регионов по цифровой трансформации. Основой развития IT-отрасли и катализатором цифровизации всех сфер жизнедеятельности, даже в самых отдаленных районах Якутии, стало создание устойчивой инфокоммуникационной сети. Был сделан колоссальный рывок в развитии наземных линий связи. Построено свыше 14 тысяч километров ВОС. Параллельно с инфраструктурой связи развивается и инновационная экосистема, ядро которой составляет технопарк Якутия, Фонд развития инноваций, венчурная компания Якутия, корпорация развития Якутии. Главной площадкой для развития IT-проектов является IT-парк Якутск. В нем насчитывается более 100 компаний-резидентов. Финансовую поддержку на ранних стадиях стартапы получают через участие в акселераторе B8. Наравне с IT-сферой в Якутии стремительно развивается кино, анимация, медиа, разработка компьютерных игр. Местом для взаимодействия представителей индустрии и точкой роста является крупнейший на Дальнем Востоке креативный кластер «Квартал труда». Как известно, Якутия является признанным лидером регионального кинопроизводства. Для увеличения объема рынка проката фильмов создана широкая сеть кинозалов по уникальной технологии «Экстрасинема».
Якутская анимация также имеет все шансы повторить успех якутского кино. В 2023 году на Дальнем Востоке было произведено 500 минут анимации, 250 из них в Якутии. Для устойчивой работы всей инфраструктуры в 2022 году в Якутске был создан первый в стране модульный дата-центр, построенный для работы в температурном режиме от минус 60 до плюс 50. Сегодня же мы открываем центр противодействия кибератакам. Как и всегда, Якутия активно развивает собственные технологии в самых актуальных направлениях и готовит кадры для цифровой экономики региона. Так в республике формируется отдельная отрасль беспилотных инновационных систем. В этом году при участии Сбера в технопарке Якутия создана лаборатория искусственного интеллекта. Отметим, что в ноябре 2023 года был открыт кампус «Школа-21» от Сбера, в отборочных интенсивах которого приняли участие свыше 1200 якутян. Летом этого года президент России Владимир Путин лично ознакомился с достижениями республики в сфере IT и креативных индустрий. Глава государства высоко оценил темпы развития креативной экономики и рекомендовал распространить опыт Якутии на все субъекты России. Слово имеет глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Бастатан туран Буковаргатын кәләнигәр инновация гүреннән, он цифровой масс-форумут үстүгүлүн Жукуска куракка хагаламытны летистинга гарды бу. Дорогие друзья, уважаемые гости, я от всей души поздравляю вас всех с наступающим Днем инноваций. Наш диктор немножко в будущем живет, он объявил, что сегодня, он на самом деле будет завтра. Вот, и, конечно же, хотел бы вас всех поздравить с начавшимся третьим федеральным форумом «Цифровой алмаз». Меня проинформировали, что зарегистрировано рекордное количество участников, свыше 2600, свыше 300 людей прилетело к нам из других регионов нашей страны, чтобы лично здесь очно принять участие. Я считаю, что это показатель не только успешности нашего форума, но и в целом показатель того, что развитие Якутии в цифровом развитии в пространстве креативных индустрий идет быстро, идет успешно, и люди приезжают к нам поделиться опытом, рассказать о своих достижениях, посмотреть на нас. И вот в этом обмене мнениями, в этом обмене практиками, я считаю, залог успеха в целом и нашей страны, и цифрового развития нашей республики в частности. Пользуясь случаем, конечно, хотел поблагодарить наших партнеров, в первую очередь генерального партнера Сбер. Давайте похлопаем. Многие другие компании, которые поддержали проведение этого форума. И это, наверное, вот как раз пример того, как форумы надо проводить. С одной стороны, с уважением ко всем традициям нашим, а с другой стороны, по современным. Я уверен, что то развитие, которое у нас идет в этом направлении, вот сейчас мы в этом ролике все увидели. Еще раз хочу подчеркнуть, что президент нашей страны исключительно высоко оценил наши достижения и в инновационной экосистеме, ее построении, и в развитии цифровом, креативных индустрий, и в том числе, и я сегодня, конечно, должен об этом сказать, и в направлении помощи специальной военной операции, в той помощи, которую сегодня делают уже не только наши воины, которые мужественно сражаются на фронтах специальной военной операции, но и тех технологических компаний из Якутии, которые сегодня производят продукцию для нужд наших вооруженных сил. Я вижу, как активно развивается наша креативная индустрия. Мы сейчас находимся в ее центре, в квартале труда, где вот наш президент был. И, конечно же, я рад, что появляются новые достижения и в анимации, в различных творческих направлениях. Появляются замечательные опыты, новые фильмы. В скором времени уже будет выходить и будет презентован в Москве наш совместный проект с Запорожской областью, фильм «Алтан», как раз про воины специальной военной операции. Сегодня уже делегация, скажем так, представителей этого фильма, творческая группа уже находится у нас в Якутске, тоже будет принимать участие в нашем форуме. Конечно же, я очень рад, что благодаря распространению ВОЛСа,
у нас в республике больше и больше молодых людей в самых отдаленных наших наследках приобщаются к миру цифровому, активно не только приобщаются, но и активно работают, делают свои первые шаги, а многие уже не только первые шаги, уже начинают работать в этом направлении. И хочу сказать, что проект «Синергия Арктики», о котором сегодня говорилось, он, конечно, будет реализован. Это величайший проект российской цифровой индустрии, на мой взгляд. И буквально в пятницу мы имели разговор с министром цифрового развития нашей страны Максутом Игоревичем Шанаевым, который еще раз подтвердил, что проект «Синергия Арктики» является для Министерства федерального приоритетным и обязательно при поддержке правительства Российской Федерации. Это, на самом деле, очень амбициозный, очень серьезный проект, который соединит весь север-восток России, соединит северо-морской путь, он обязательно будет реализован. Конечно же, дорогие друзья, я хочу сказать, что я очень благодарен всем тем, кто работает в нашей индустрии, тем, кто только начинает свой путь, тем, кто уже хорошо зарекомендовал себя не только на российском, но и на мировом рынке. Хочу поблагодарить тех, ребят, которые сегодня обеспечивают реально не просто какие-то разработки, но и обеспечивают технологический суверенитет, потому что проект Экстрасинема — это на самом деле мы за него бьемся, но это проект, который реально обеспечивает суверенитет нашей страны в таком непростом вопросе, как киноиндустрия. И, конечно же, я искренне благодарю всех тех, кто преподает в наших колледжах, школах, университетах, готовят новые кадры. Это тоже очень важно, и, наверное, в этом тоже сила нашей республики, что именно в этом направлении создана хорошая система, которая позволяет нам генерить новые таланты. Дорогие друзья, я еще раз вас всех искренне благодарю за участие в форуме. Хочу пожелать успехов нашему форуму, интересных дискуссий, творческих встреч и, конечно, чтобы это все потом воплотилось в новые проекты во славу нашей Якутии и во славу нашей России. Спасибо. Важным индикатором зрелости нашего общества является всевозрастающая ответственность крупных компаний в вопросах развития разных направлений жизни страны и нашей республики. Развитие информационных технологий и молодежных стартапов региона – это два ключевых направления, которые поддерживает сегодня Сбер. Слово предоставляется управляющему директору публичного акционерного общества «Сбербанк» Ивану Юрьевичу Федюку. Участники, друзья, мы очень рады быть партнерами не только третьего федерального форума «Цифровой алмаз», но и в целом партнерами правительства Саха-Якутии. Мы много что делаем совместно, и мне кажется, мы только в начале пути, и основные результаты у нас будут впереди. Так как мы на цифровом форуме, попросил помочь мне немножко Гигачат, поэтому, если что, я буду совместно с ним сегодня выступать. Друзья, сегодня мы собрались, чтобы обсудить возможное будущее цифрового развития Республики Саха и в целом Российской Федерации. В современном мире цифровые технологии проникают во все сферы жизни, от образования до здравоохранения, от промышленности до сельского хозяйства. Они открывают новые важные для бизнеса, новые возможности для бизнеса, создают условия для инноваций и повышают эффективность работы государственных структур. Мы видим, как цифровая экономика становится основой устойчивого развития и процветания многих регионов и стран. Ваш регион обладает огромным потенциалом для внедрения передовых технологий. Богатые природные ресурсы, уникальная культура и традиции, и талантливые люди. Все это создает благоприятную почву для цифровой трансформации. Мы должны использовать этот потенциал, чтобы сделать ваш регион лидером цифровой трансформации в Российской Федерации. Форум «Цифровой алмаз» представляет уникальную возможность для обсуждения актуальных вопросов и поиска новых путей. И здесь мы можем обменяться опытом, узнать о последних достижениях в сфере IT и найти партнеров для реализации совместных будущих проектов. Важно помнить, что успех цифровой трансформации зависит от каждого из нас. Только совместными усилиями мы сможем достичь поставленных целей и обеспечить устойчивое развитие региона и страны в целом. Пусть наши усилия приведут к созданию сильной и современной республики Саха-Якутия, которая станет примером успешного внедрения цифровых технологий. Надеюсь, в ближайшие 2 дня у нас будет очень интересная площадка для обсуждения и дискуссий. И, пользуясь возможностью, я хотел бы поздравить большой коллектив Сбера. Сегодня ему 183 года. Поэтому надеюсь, что...
увидеть родную землю с малой высоты, узнать, как устроены звезды и, наконец, побывать в космосе – мечта каждого ребенка. Не всем удается воплотить свою мечту, но как замечательно, что среди нас есть люди, для которых космос – это долг, жизненное призвание. Для торжественной передачи детского символа Севера и Арктики КНДК, вернувшегося с Международной космической станции, на сцену приглашается Герой России, космонавт-испытатель первого класса Олег Германович Артемьев. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие жители Якутии, гости форума. Я вас приветствую от отряда «Космонавт России», от его действующей части, которая готовится в космос, летает, ну и, конечно, от всего коллектива Роскосмоса. Ну, хочу сразу сказать, что Якутия, она сделала самый правильный выбор, который только можно есть на цифровое развитие. Я надеюсь, все у вас получится, и это то, что двигает нас вперед, и я думаю, что вы никогда об этом не пожалеете. Ну, а моя миссия такая, я, как преамбулу, Роскосмос очень тесно связан с Якутией, и я, на самом деле, начал летать с 2014 года. У нас очень много было и флагов, и всяких вещей, которые связаны с многими республиками, краями, районами. И с моего полета вот, флаг Якутии постоянно был на станции, флаг Якутска тоже. И с прошлого года я еще попал так, что Роскосмос меня отправил открывать детский садик в Вилюйском Улусе. КБНД, такая есть село КБНД, не знаю, все его знают, но там есть садик, который открывал Роскосмос. И почему именно там? Потому что это связано с районами падения ракет, которые взлетают с космодрома Восточного, с самого нашего нового космодрома. И потом еще в нескольких проектах участвовал. И вот сейчас попал, так получилось, что вот символ, детский символ крайней северной Арктики, куколка Кандакан, я поучаствовал в ее доставке на орбиту. И, к сожалению, тот экипаж, который там ее демонстрировал, он сейчас на реабилитации и не смог приехать. И повезло, что мне такую миссию дали. И единственное, что могу сказать, что вот та амбициозная задача, которая тогда была поставлена детьми, организаторами, чтобы доставить куклу на борт, это связано со многими перипетиями. Надо и проверить этот груз, и чтобы там не было какой-то опасности для экипажа, и чтобы она там не рассыпалась. То есть очень много людей было задействовано в нашем Роскосмосе, от Института медико-биологических проблем до обычных работяг, сборщиков кораблей, которые укладывали, удивлялись, как она может, для чего она туда летит. Но я надеюсь, что символ детей Арктики и Севера, который попал на орбиту, он послужит тому, что та задача, которую вот я наблюдаю последние 20 лет, вот человек, который родился с Якутии, никак не доберется до космоса. Я надеюсь, что раз куколка долетела до космоса, то я надеюсь, что, например, там, к 10-му форуму, что будет постоянное представительство Якутии на орбите. Да. И я понимаю, почему до сих пор этот человек не долетел. Потому что та Международная космическая станция, которая сейчас летает, она летает на уровне Благовещенска, Курска, Воронежа. И Якутия, несмотря на то, что это самый большой регион нашей страны, она очень далеко и не все там видно. Только видно, что красиво, но мы не пролетаем над городами Якутии. А вот та новая станция, на которой мы будем летать с 2027 года, мы каждый день будем, солнечно-синхронная орбита, каждый день будем несколько раз летать над Якутией. И сейчас вот та возможность, которая у вас есть, вы можете заявиться с какими-то экспериментами и работами, чтобы люди, которые работают в Якутии, они бы работали с экспериментами, которые будут на новой нашей российской станции, которая полностью цифровизирована. Поэтому ваш форум прям в тему. Ну и куколка, которая сейчас есть, я ее передам. Вот этот пакет, он был в космосе. Поэтому кто хочет понюхать, как пахнет космос, должен туда засунуть нос и понюхать, как на самом деле он пахнет. Здесь есть подписи членов экипажа. И, знаете,
чем интересен этот экипаж, который привез нашу куклу, ну, который демонстрировал куклу на орбиту. А командир нашего отряда, он полетел в этот полет 5-й раз, и когда прилетел, у него за 5 полетов было 1111 суток. И сейчас вот единица измерения нахождения в космосе, она называется 1 Кононенко. То есть 1 Кононенко это 1111 суток. Вот я летал 560, я только пол Кононенки летал. Вот тот, кто год отлетал, он только 0,3 Кононенки налетал. Поэтому экипаж очень интересный. И второй член экипажа Коля Чуб, это вообще байкер. Первый байкер, который в космосе. А Гребенкин Саша, он вообще мастер на все руки. То есть он паял там в космосе, варил. Все, что можно сделать, то есть один из перспективных космонавтов. Поэтому экипаж, которому доверили продемонстрировать куклу Кандакан в космосе, поиграться там, он очень достойный. И я знаю, что и Кононенко это друг республики, поэтому то, что нужно, вовремя попал. Так, вот передаю куклу. Из рук героя Российской Федерации, космонавта-испытателя Олега Германовича Артемьева, отважную куклу Кандакан, символ безграничной мечты и силы духа коренных народов, получает многократный чемпион и обладатель гран-при международных и всероссийских спортивно-танцевальных конкурсов и фестивалей Айлина Давыдова. Космонавты летают в космос, всегда есть дублеры. То есть у каждого не бывает такого, чтобы не было дублеров. И у куклы Кандакан тоже была дублер, потому что, ну, когда вот нам доверяют какое-то дело, надо обязательно, потому что если один путь не попал, значит, другим путем должен попасть. Поэтому у этой куклы Кандакан была еще дублерша. Да, вот она. Ну и так интересно, что основная куколка слетала без своего космического корабля, а дублер слетал с кораблем. Тот вот, ну, это Кандакан 2, Кандакан 1, Кандакан 2. То есть, да, они совсем не похожи, то есть это настоящий дублер, похожи только сами скафандры. А личико, ну, видать, это индивидуальная работа была, поэтому они разные. Но у нее еще есть корабль. Так что вот такой тоже, да? Кукла Кандакан станет добрым талисманом для всех, кто мечтает, творит и движется вперед навстречу прорывным движениям. В честь открытия федерального форума «Цифровой алмаз». В честь открытия федерального форума «Цифровой алмаз» специально для вас выступают Китча и Москила с песней «Кандакан». Kau tu
Дорогие друзья, на этой воодушевляющей ноте мы начинаем работу Федерального форума лидеров цифрового развития «Цифровой алмаз».